Ассаламу алейкум, вы на канале Даймох Онлайн. Сегодня мы поговорим о Канте Абдурахманове. Когда началась Великая Отечественная война, Канте был одним из первых, кто потребовал отправить его на фронт. В 1941 году Канте стал курсантом-артиллеристом в младшей школе командиров в городе Ташкенте. Канте Абдурахманов выделялся среди своих курсантов трудолюбием и старательностью. Он в совершенстве изучал орудия 76, 85, 132 мм пушки и 152 мм гаубицу. У Канте был острый глаз и твердая рука. После окончания школы младших командиров в июне 1942 года Канте служил в запасном 174-м стрелковом полку Среднеазиатского военного округа. В феврале 1943 года его назначают помощником командира в 16-й отдельной запасной противотанковой дивизии. В действующую армию Канте Абдурахманов попал в октябре 1943 года. С этого времени безотлучно находился он в 156-м гвардейском стрелковом полку, 51-й гвардейской стрелковой Витебской ордена Ленина Краснознаменской дивизии имени Ворошилова Первого Прибалтийского фронта. По замыслам, главные действия в летней кампании 1944 года должны были развернуться в Белоруссии. Для проведения этой операции привлекались войска 4 фронтов, перед которыми были поставлены стратегические и политические задачи: ликвидировать выступ противника в районах Витебск, Бобруйск, Минск, разгромить и уничтожить крупную группировку вражеских армий «Центр», освободить Белоруссию. Наступление в Белоруссию началось 23 июня в 1944 году. В ходе ожесточенных боев советские войска 26 июня завершили разгром Витебской группировки и освободили город Витебск. За умелое руководство огнем батареи и за проявленное личное мужество и отвагу командир батареи 76 мм пушек старшина Канте Абдурахманов был награжден орденом славы 3-й степени, а командующий фронтом Баграмян наградил его именным оружием. Немцы действительно обороняли Витебск, не щадя ничего. Позднее, вспоминая бои за Витебск, Канте рассказывал: деревни на линии фронта были стерты с лица земли, вокруг не оставалось ничего живого, все было превращено в обломки. В результате операции за Белоруссию были созданы все условия для проведения главной операции, Прибалтийской операции, преследовавшей цель разгрома сил группы армии «Север» и освобождения Прибалтики. К проведению этой операции привлекались и силы Первого Прибалтийского фронта. 5 октября Первый Прибалтийский фронт нанес удар на город Мемель, нынче Клайпеду. 10 октября его войска севернее Клайпеды вышли к Балтийскому морю. За боевые успехи многие тысячи солдат и офицеров были награждены боевыми орденами. За стойкость, хладнокровие и мужество старшина батареи 156-го гвардейского полка Канте Абдурахманов был награжден орденом славы 2-й степени. А 9 мая 1945 года он награждается медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 по 1945 года, за победу над Германией в Великой Отечественной войне. За смелость и мужество в боях он удостоен немалых правительственных наград. Канте еще во время войны представлялся к званию Героя Советского Союза. Указ президента Российской Федерации о присвоении Канте Абдурахманову звания Героя Российской Федерации вышел 16 мая 1996 года за мужество и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. Ему вручили знак отличия медали «Золотая звезда». За добросовестный долголетний труд в 1977 году Канте Абдурахманов был удостоен награды «Ветеран труда». В 1982 году в Аргуне гостил бывший командир взвода боевой товарищ Канте Роман Елисеевич Гузиенко, проживавший в городе Москве. А в 1984 году Канте вместе со своим сыном Юсупом ездил в Белоруссию на встречу с однополчанами. Канте Абдурахманов умер в 2000 году. В последние годы много болел. Болезнь особенно осложнилась после нескольких месяцев, проведенных в сыром подвале под артобстрелами в городе Аргуне. Память о героическом подвиге Канте Абдурахманова никогда не будет забыта. Он будет жить в сердцах и умах благодарных людей. Вы были на канале Даймох Онлайн. Подписывайтесь, и вас ждет много интересных историй.